Барабинские ветераны отметили две важные даты – 35-летие ветеранского движения в районе и 20-летие создания Совета ветеранов Барабинского района. Администрация района предложила провести этот праздник не в виде привычной всем конференции, а в более теплой обстановке. Накануне Нового года в нарядном и уютном зале кафе «Антарес» собрались те, кто является живой историей и гордостью нашего района, кто отстоял мир, кто восстановил страну после разрухи, кто вырос в тяжелое время без отца, кто самоотверженно трудился на благо нашего района. С приветственным словом к ветеранам обратился глава Барабинского района Сергей Ицун. Я благодарен вам за то, что вы сумели собрать, сплотить ветеранов Барабинского района, организовать вот такой совет, и он на самом деле очень много сделал. Очень важно тогда, когда ваше общение, прямое общение с молодым поколением, со школьниками, ведь невозможно, наверное, передать в книгах и в рассказах то, что пережили вы вот, и в годы Великой Отечественной войны, и в становлении после разрухи, после военных лет нашего народного хозяйства, строительства предприятий, вообще этого города. Мы как-то, когда был праздник, юбилейный год Победы, общаясь с ветеранами Великой Отечественной войны, вот, я всегда поражаюсь их вот такой светлой памяти, они до мелочей помнят каждый день. И, наверное, вот с годами это чувство становится все острее и острее. И, наверное, нельзя переоценить ту поездку, которую организовали вместе с вами, с Советом ветеранов, наших школьников, с разных муниципальных образований по местам боевой славы, значит, и Санкт-Петербург, и Москва. И вот, наверное, тогда, когда двигались в пути, в вагоне, вот эти вот рассказы, наверное, они дали детям намного больше, чем вот та литература, к сожалению, которую сегодня читают очень мало. Невозможно перечислить всех дел, значимых дел, которые вместе с вами мы сделали и в Барабинском районе, и в городе Барабинске. Да, наверное, это и не надо делать. Думаю, что сегодня их достаточно много, у нас еще впереди. Мне бы, наверное, не хотелось, чтобы вот это вот ветеранское движение росло численностью. Объясню почему. Потому что мне бы хотелось, чтобы все-таки были у нас молодые, здоровые, были вечные такие. Но вам хочу пожелать, чтобы вы долгие-долгие годы оставались вместе с нами, рядом, в этом строю. Нам важно, чтобы те традиции, которые вы заложили, они не уходили в прошлое, а прирастали новыми и новыми идеями. Памятными медалями за вклад в развитие Новосибирской области награждены Ася Дрюк и Валентина Горбунова. Активисты ветеранского движения отмечены почетными грамотами. Присутствующих поздравила председатель Совета ветеранов Барабинского района Валентина Горбунова. В этот вечер много теплых и добрых слов в адрес старшего поколения звучало от представителей власти, различных организаций, а также работников одного из банков. Сами ветераны делились друг с другом своим творчеством и хорошим настроением. Самодеятельные артисты ДК «Модерн» поддерживали в зале праздничную атмосферу. Эмоции переполняли участников мероприятия. Все остались очень довольны. Звучали слова благодарности в адрес организаторов. Главы района Сергея Ицуна, отделов культуры, социальной защиты и средств массовой информации администрации района. Я считаю, что это необходимо, нужно и прекрасно, что нас всех собрали в этот предновогодний праздничный день. Хоть и холодно на улице, но обстановка теплая, дружеская, веселая, мы даже поем. Но наша организация ветеранов учителей самая последняя, 46-я. Но мы уже 3 года существуем, сделали тоже очень много. И благодарим и главу района Ицуна, и Горбунову Валентину Тимофеевну. Я еще состою в организации «Дети войны», Светлана Федоровна Цыганова. Мы тоже много делаем для того, чтобы дети войны пользовались всеми благами, которые им положено. Хочу поблагодарить от организации тепловодоснабжения самого Сергея Александровича Ицуна. Хочу поблагодарить Татьяну Тимофеевну, Валентину Тимофеевну Горбунову за то, что она нас всех собрала. И просто всех председателей.
Мы все встречаемся, все повседневно работаем, общаемся. А сегодня вот особенно деревня, район, город. С ними мы режем. Свои мы железнодорожники каждую неделю, а с ними реже. А сегодня мы все на виду. Так что всем здоровья, счастья и благополучия.